остров недалеко от Нью-Йорка, где располагался, ну, был, во всяком случае, один из официально открытых иммиграционных центров. Что это собой представляло? То есть корабли приплывали из разных, в принципе, стран, ну, вот в частности, например, из Ирландии. Они становились там на пристань, и люди проходили контроль. Причем это контроль был не только какие-то документы, там, еще паспорт, что-то это. В первую очередь проверяли их состояние здоровья, и так как в то время очень много было туберкулеза, других заболеваний, то есть те, кто был болен, их или помещали в карантин, или отправляли очень часто обратно. Часто могло оказаться так, что вот детей принимали, могли оставить, а родители отправляли. Далее в этом месте тоже, чтобы у людей не было скопления, чтобы Нью-Йорк не переполнялся, чтобы вообще криминогенная обстановка не повышалась, часто, то есть, старались этих иммигрантов рассредоточить, то есть отправлять в разные части штатов. Соответственно, тоже очень часто получалось, что семьи разлучались. И поэтому вот это место было, ну, не таким обычным таможенным контролем, который а в буквальном смысле судьба людей там решалась. И вот именно этому месту посвящена песня современного ирландского композитора Брэндона Грэхэма, который в свое время, когда был в Штатах, посетил это место, то есть там теперь музей. И вот он по этим своим впечатлениям написал песню, в которой говорится о девушке из Ирландии, которая была одной из первых, кто, собственно, через этот иммиграционный центр прошел. Ее звали Энни Мур, она была из Корка. Вообще ее судьба была довольно интересная, но это уже так, если кто заинтересуется, можете почитать. А сама песня говорится вот именно о надеждах этой девочки, и вообще он пытается представить, вот каково это, когда тебе 15 лет, когда ей было 15 лет, и вот ты вступаешь на совершенно новую землю, практически в одиночестве, с ней еще были младшие дети, ну, то есть она была как бы за них ответственна. Песня называется Isle of Hope, Isle of Tears. Остров надежд, остров слез. On the first day of January 1892, they opened Ellis Island and they let the people through. And the first to cross the threshold of that Isle of Hope and Tears was Annie Moore from Ireland, who was all but 15 years. Isle of hope, Isle of tears, Isle of freedom, Isle of fears, but it's not the isle you leave behind. That Isle of hunger, Isle of pain, you'll never see again, but the Isle of home is always on your mind. In the little bag she carried all her past and history, and dreams for the future in the land of liberty. And courage is your passport when your own world disappears. There's no future in the past when you are 15 years. Isle of hope, Isle of tears, Isle of freedom, Isle of fears, but it's not the isle you leave behind. That Isle of hunger, Isle of pain, you'll never see again, but the Isle of home is always on your mind.
closed down Ellis Island in 1943. 17 million people had come there for sanctuary. And in springtime when they came there and they stepped onto its piers, I thought of how it must have been when you were 15 years. I love hope, I love tears, I love freedom, I love fears, but it's not the how you leave behind. That I love hope, I love pain, you'll never see again, but the Isle of home is always on your mind. That I love hope, I love pain, you'll never see again, but the Isle of home is always on your mind.